одним из двигателей прогресса является потребность сделать лучше, чем у соседа. А чтобы сделать лучше, чем у соседа, нам, кроме всего прочего, нужно еще как-то недолюбливать этого соседа. Что вот я тебя уязвлю, у меня будет территория больше. Но все-таки, когда мы кооперативны, мы гораздо более успешны, чем когда мы конкурентны. От того, что ты будешь русским, знающим татарский язык, ты не станешь менее русским. Ты просто станешь крутым русским, который знает минимум 2 языка. Я русский, мне это не надо, я татарин, мне это надо. И начинается опять знакомая нам дележка на группы и конкуренция между ними. То есть у нас очень инфантильное общество, действительно. От этого, собственно, непринятие личной ответственности. И когда у них происходит какая-то ситуация социального конфликта, эмоциональный накал из-за этого, классические шимпанзе, они впадают в агрессию. А бонобо впадают в сексуальное возбуждение. И они, то есть классические шимпанзе дерутся, а бонобо занимается любовью. Добрый день. Сегодня у нас в гостях натуралист, популяризатор науки, автор канала на YouTube «Все как у зверей» Евгения Тимонова. Здравствуйте, Евгения. Привет. 29 марта наша гостья провела в Казани лекцию о том, кто такие настоящие вампиры. И, Евгения, давайте расскажем нашим зрителям, которые не смогли присутствовать, о каких таких вампирах идет речь. Собственно, это единственное млекопитающее, которое перешло на полностью паразитический образ жизни. Это летучие мыши, которые пьют кровь и живут в Центральной Америке. Как я понимаю, следующий сезон «Все как у зверей» будет посвящен непосредственно им в том числе. Нет, они, конечно, прекрасны, но не настолько, чтобы посвящать им целый сезон. Нет, всего лишь цикл лекций по России и выпуск на нашем канале «Все как у зверей» на YouTube. Хорошо. Насколько я знаю, собственно, этот сезон вы снимали в Южной Америке. До этого путешествовали несколько месяцев по Австралии. Наши читатели интересуются, Евгения, на ваш взгляд, в какой стране жить прекраснее всего? Где, в принципе, на каком континенте жить прекраснее всего? И какое соотношение пауков и холода в этом плане вы готовы терпеть? Мне прекраснее всего или вообще в принципе? Вам и вообще в принципе. Вообще в принципе это каждый должен ответить себе на этот вопрос сам, потому что люди стоят на том, что они все очень разные. Мы поэтому всю планету и заселили, потому что всем нравится жить в разных местах. А мне, пожалуй, знаете, трудно сказать. Вот сейчас мы были в Коста-Рике, и кажется, это абсолютно райская страна, невероятная, великолепная. Мы пробыли там в 2 раза больше времени, чем собирались, потому что не могли оттуда уехать, там слишком здорово, хотя крошечное государство. Но вампиры, ленивцы. До этого была Австралия. Австралия была одним из тоже так немногих, наверное, все-таки мест, когда приезжаешь и думаешь, а вот тут бы я, пожалуй, осталась. Осталась, непонятно, насколько долго, но дольше, чем у меня есть время. Великолепные совершенно, конечно, страны. Какая-то другая планета. В Африке, кстати, тоже такое было. Да везде, куда ты приезжаешь, и на самом деле прочувствуешь это место. Может быть, не везде, но очень много мест, где хотелось бы задержаться. Практически из ваших рассказов практически все места, в которых вы были. Я просто стараюсь не ездить в места, которые мне заведомо не понравятся. И поэтому создается впечатление, что мне нравится везде. На самом деле нет. Хорошо. Раз уж мы начали сравнивать, давайте поговорим о мировоззрении людей в разных странах. Евгения, что в нас вызывает этот расовую и национальную неприязнь? С чем она связана? Существует в том числе мнение, что, например, в России и США эта расовая и национальная неприязнь развита куда больше, чем в Европе. То есть... Вообще... Причины этих наших каких-то и причиной нашего человеческого и причиной нашего человеческого величия и причиной нашего человеческого безобразия являются одни и те же самые механизмы. Дело в том, что вид, сформировавшийся в условиях очень жесткой, агрессивной, такой напряженной межгрупповой внутривидовой конкуренции. То есть мы сформированы как представители одного вида, но разных групп. И эти разные маленькие группы, там по несколько десятков особей наших предков, конкурировали с другими группами наших особей за ресурсы. Ресурсы были, например, за тушу какого-нибудь животного или за какие-то охотничьи угодья. Все это было очень-очень давно, но продолжалось настолько долго и настолько интенсивно происходило, что сформировало наше сознание, нашу групповую динамику, сам паттерн отношения к ближним своим и дальним своим таким образом. И я не хотела бы употреблять здесь термин «инстинкты», потому что инстинкты – это такая вещь, которую на самом деле можно
не имело бы смысла обсуждать. Если у тебя уже есть инстинкт, ты ничего с ним не поделаешь. Это жесткая ригидная конструкция, жесткий ригидный ответ на какие-то стандартные раздражители. Вот. На самом деле ученые договорились, что инстинктов в жестком виде у людей все-таки нет. Хотя мы используем... Как так? Ну, вот так вот. Мы используем это выражение, когда хотим перевалить ответственность себя на какие-то свои полуосознанные, бессознательные мотивы. Мы говорим, что «О, это мои инстинкты, не велят мне ходить на работу, велят мне нарушать семейные обязательства» и все прочее. Ну, на самом деле, это просто обычная культурная распущенность, с которой нам не хочется признаваться. Вот. Но, тем не менее, у нас все-таки есть какие-то формы поведения, которые нам сформировать проще, чем какие-то другие. Нам гораздо проще объединиться со своими против каких-то чужих, чем признавать, что эти чужие такие же прекрасные люди, как мы, и просто надо встать на их позиции, там, вот, try walking in the way shoes, и тогда все будет хорошо. Нет, мы заточены под то, чтобы соревноваться. И с одной стороны, благодаря этому мы заселили всю планету, мы заняли каждый ее маломальски пригодный для нашей жизни кусочек, мы построили очень неплохецкую, лучшую на этой планете цивилизацию пока что. Вот. Но при этом это не добавляет нам какого-то простого человеческого счастья, потому что нашим двигателем, одним из двигателей прогресса является потребность сделать лучше, чем у соседа. А чтобы сделать лучше, чем у соседа, нам, кроме всего прочего, нужно еще как-то недолюбливать этого соседа. Что вот я тебя уязвлю, у меня будет территория больше, машины лучше и что-нибудь еще, там, армия сильнее. Качество жизни выше. Да, качество жизни от этого не повышается, кстати. Качество жизни у меня будет хуже, но ты об этом не узнаешь, ты будешь думать, что у меня все окей. Вот. Это такой способ, которым мы сами себя обманываем. Вот. Но как бы цивилизацию это развивает. Да и людей, с этим смириться. Ну, как? Ну, смиряться. Мы над этим работаем. То есть мы просто, то есть вся история человечества – это история победы культуры над какими-то нашими вот низменными, врожденными поведенческими программами. То есть победа кооперации над конкуренцией. Вот мы все-таки, когда мы кооперативны, мы гораздо более успешны, чем когда мы конкурентны. А есть ли какая-то корреляция между тем, в какой стране, на каком континенте живет человек и его отношением? Конечно, конечно, есть. Ну, например, вот Коста-Рика – это чудесная маленькая. Она в 2015 году вышла на первое место в международном индексе счастья. Есть такой социологический опрос, учитывает много факторов и в конечном итоге дает ответ на то, насколько счастливо население этой страны. Просто счастливо по-человечески. Так вот, крошечная Коста-Рика, там зажатая между Панамой и Никарагуа, обогнала и скандинавские страны, и Японию, и все на свете. И самые счастливые люди живут там. В Коста-Рике с 1948 года нет армии. В Коста-Рике нет полезных ископаемых. Это классическая банановая республика, совершенно небогатая. Потому что в какой-то момент, они выращивали бананы, потом поняли, что зачем выращивать бананы, когда можно просто не мешать лесу расти, а животным в нем жить. Это принесет гораздо больше денег. И теперь это такая вот экологическая мекка экологического туризма, куда приезжают люди, смотрят на этих счастливых костариканцев, их счастливых ленивцев, счастливых вампиров, вот эти вот тропические леса, которые замещают бывшие банановые плантации, и готовы платить за это совершенно любые деньги. Вот, и все счастливы. Хотя, то есть, когда ты приезжаешь туда, ты тоже становишься счастливым. А если ты приезжаешь в какую-то страну, которая делает ставку на что-то другое, на то, что она будет самой большой, самой крутой, самой сильной, у нее самые большие холодильники, самые быстрые машины, самые настоящие мужики, самые красивые бабы, самые что-нибудь еще. И вот это самые-самые-самые, оно в конечном итоге всех приводит в какое-то издерганное состояние, потому что ты никогда не можешь быть во всем самым-самым. И какой бы ты самый-самый не был, ты помнишь, что маленькая Коста-Рика со своими лесами и ленивцами самая счастливая. Хорошо, давайте от таких глобальных фактов, историй перейдем к более локальным. До этого вам уже рассказывала, и вы наверняка знаете сами, на протяжении последнего полугода у нас в стране, в национальных республиках ярко выражен стоит этот национальный вопрос о национальных языках. Как их преподавать, что с ними делать, как их учить. Общество здесь разделилось не практически, а действительно разделилось на две группы. Одни выступают за обязательное изучение языков, национальных языков в школьных программах, другие выступают против.
И это все вот в рамках нашего с вами государства. И в Татарстане, собственно, та же самая проблема, та же самая ситуация. Как вот с биологической или научной точки зрения объяснить подобные истории, то есть подобные проявления, не знаю, патриотизма, как это назвать. Вот здесь ведь речь не идет о какой-то расовой или национальной неприязни, здесь каждый защищает как будто бы свою национальную идентичность. Ты знаете, тут немножко есть такое, мне кажется, лукавство. То есть от того, что ты будешь русским, знающим татарский язык, ты не станешь менее русским. Ты просто станешь крутым русским, который знает минимум 2 языка. То есть ни о какой потере идентичности здесь не идет. Другое дело, что это требует от тебя много ресурсов. Выучить татарский язык, ну, я даже не знаю, это такое дело. Тут люди английский не могут выучить, который действительно абсолютно необходим для нормального функционирования в этом мире. И вот они понимают, что они бы в это время могли бы учить английский или испанский, или что-то такое, что им практически пригодится. Они вместо этого потратят свои вот эти драгоценные ресурсы на изучение языка, который, в общем, по сути, ничего, кроме как принадлежности к этносу, который, в общем, даже не является твоим этносом, он тебе ничего особенно не даст. Хотя он тебе даст очень много, потому что чем больше языков ты знаешь, тем, ну, по сути, больше систем мировоззрения у тебя в голове находится, тем богаче твой мозг, тем более, с большим количеством точек зрения ты можешь посмотреть на любую ситуацию, тем ты действительно умнее и полноценнее. Полнее. Не хочется там как-то полноценнее, неполноценнее, то есть тем полнее твоя жизнь. Но это требует работы. Работать вот именно в эту сторону не хочется. Хочется применить как-то более прагматично. Так что это вопрос мотивации. Вот. Ну, а потом, вот, ну, это изначально, с чего начинается. И поскольку люди не хотят тратить время на то, что, возможно, им никогда особенно не пригодится, они подтягивают в качестве аргументации вот эти как раз старые механизмы. Я русский, мне это не надо, я татарин, мне это надо. И начинается опять знакомая нам вот дележка на группы и конкуренция между ними. И дальше не с этого вообще начинался наверняка весь этот конфликт, но в конечном итоге это все скатилось на старые рельсы, в старую колею. И вот уже 2 группы, разделенные по этническому принципу, смотрят друг на друга волком и говорят, что вы тут нам, а вы тут нам что? Вот, и как-то, в какой-то момент это все, я очень надеюсь, сойдет на нет. То есть это наши, вот опять же, привет из нашего палеолита. А есть какой-то рецепт от подобных конфликтов? Или вот такая вот борьба у нас уже заложена давным-давно? Знаете, мне кажется, что надо просто смотреть на причину, которая заставляет, что было в основе конфликта. Мне кажется, в основе конфликта как раз слишком большое количество усилий, которые придется приложить ради слишком маленького какого-то бонуса. Есть люди, которым нужен второй национальный язык. Есть люди, которым никак они не могут придумать практическое применение, кроме как просто тренировки своих нейронов. И вот нужно разговаривать на этом уровне. И не выводить это ни на какую национальную идентичность. Потому что здесь все, это дорога в никуда. Здесь начинается только взаимная грызня. И на таких глубинных уровнях, что уже конца края не увидишь, и все будут неправы в итоге. Вы до этого сказали об ответственности. Наверняка здесь именно она и должна быть. Ответственность должна быть в любом случае. То есть вот всегда, когда ты что бы ты ни делал, ты всегда должен понимать, во-первых, что и зачем ты делаешь, каким образом это учитываешь ли ты интересы других людей, которые в этой же ситуации сейчас находятся, включены в эту же систему. И вот исходя из этого принимать решения. Не из каких-то вот я прав, я русский, я прав, я татарин, я прав, а все-таки из норм человеческого общежития. Потому что мы живем вместе, это наше общество. И общественный договор как раз строится на способности учитывать мнение всех членов этого общества. Просто со стороны складывается впечатление, что это самое, никакой такой ответственностью и учитыванием мнения в нашем обществе не особо-то и пахнет. Вспоминая истории о том, как люди оставляют открытыми канализационные люки, в которые впоследствии проваливаются другие, вымирают. Остаются несбитыми сосульки с козырьков крыш, я не знаю, там покупаются проверки пожарной безопасности, что впоследствии становится трагедией. Смотрите, вот то, что мы вообще в принципе об этом говорим, о сосульках, о люках. Вы падали когда-нибудь в канализационный люк? Нет. Я падала. Это было настолько обычное дело, когда ты встаешь на крышку, она переворачивается, вот как в мультике про третью планету, и ты уходишь вниз.
И, ну, хорошо, мне как-то повезло, я вылезла оттуда. Ну, в принципе, это была абсолютно житейская история. То, что на тебя упала сосулька, ну, сам дурак. Никто тебе вообще не должен за тебя счищать сосульки с крыши или, по крайней мере, смотреть наверх, чтобы на тебя не упало. То, что у нас, в принципе, нас начали возмущать такие вот вещи, что мы понимаем, что кто-то не выполнил свои обязанности. Ну, то есть то, что мы там сами как-то не выполнили, это одно, а то, что вообще, в принципе, этого не может быть, должны быть контролирующие органы, которые всем этим занимаются, это уже очень сильный какой-то вот эволюционный скачок, когда у нас появились специальные люди, которые всем этим занимаются, и нельзя этим не заниматься. 20-30 лет назад этого еще не было. Это не повод вообще писать новость, что, ну, как бы повод, конечно, попал под лошадь, но это смешная новость, а теперь это не смешно, это трагедия, это повод всем встать вот в аларм и вспомнить о том, что мы отвечаем за каждый шаг, мы отвечаем за... Ну, хотела сказать, что отвечаем за то, чтобы остальные люди тоже как-то выполняли свои обязанности, на самом деле нет. Ты можешь отвечать только за себя, в том-то и дело. Почему вот все трагедии, все какие-то такие вот большие происшествия, они поляризуют общество. То есть, в принципе, социальная функция горя, есть и такая социальная функция горя. Не мы изобрели горе как эмоциональную реакцию, а животные еще, у которых уже есть эмоциональная жизнь, эмоциональный интеллект. Горе – это обратная сторона любви. Это плата за способность испытывать привязанность. Так вот, когда объект твоей привязанности покидает тебя, покидает общество, покидает группу, на группу обрушивается горе, и это горе сплачивает ее. Вот. Но здесь вот возможны варианты. Либо оно учит тебя вот сплачиваться со своими ближними и как раз ответственно подходить к тому, что с тобой происходит. Да, у нас теперь есть люди, которые решают эти проблемы, должны их решать, но это не избавляет тебя от необходимости учить детей правилам безопасности и не забывать смотреть самому там, на каждый свой шаг и чтобы на тебя сверху что-то не упало. Это не дает гарантии, но ты должен быть осознанным. Вот именно осознанность и ответственность. Вот. Ну а другие люди просто немедленно не хотят развивать осознанность и ответственность, они предпочитают искать виноватых. И вот тут начинаются как раз вот эти все пляски на мясе и на костях, под то, что вот найти и растерзать тех, кто виноват. Потому что обязательно кто-то виноват. Но мы же сами воспитали в себе это отношение к вышестоящим, как к родителям. Не знаю, вот у нас сейчас в обществе, как я думаю, отношение к государству, как к родителю, который должен решить наши проблемы. Это очень инфантильная формула. Помочь. Нормальные взрослые люди к своим родителям не относятся как к вышестоящим. Они относятся к ним как к любимым родителям. Со всей любовью, уважением, но не как к людям, которые сказали, и все. И не как к людям, которым надо что-то доказывать, протестовать против них. Да, вы очень верно сказали. Проблема в том, что то есть у нас очень инфантильное общество, действительно. От этого, собственно, и непринятие личной ответственности. Вот я не хочу ни за что отвечать, у меня есть родители, я буду либо слепо им подчиняться, либо тупо против них бунтовать. Вот. И пока как-то вот общество не повзрослеет в этих своих подростковых реакциях, нас так и будет колбасить вот во все стороны. А когда оно повзрослеет, как это должно происходить? У нас же уже однажды общество повзрослело, так что мы превратились, грубо говоря, из обезьян в человека. Все развитие идет по спирали. Вот мы теперь на следующем витке, на котором мы опять снова бессмысленные дети, но уже, конечно, менее бессмысленные, чем были когда-то. Вот. И повзрослеем в какой-то момент. То есть общество развивается гетерохронно. Какая-нибудь условная там Голландия, она вполне себе повзрослела. У них там социальный контроль, социальная ответственность. И все это нормальные вещи, они с этим живут. Мы все еще какими-то другими механизмами живем. Поэтому мы какая-то более младшая группа, они немножко более старшие. Но все подтянутся. Голландцы будут старые, уже такие дряхлые, а мы еще будем как раз в самом расцвете сил, осознанные, бодрые. Осознанные, бодрые россияне на фоне старых и дряхлых голландцев. Я прям вижу вот так вот начинается межгрупповая конкуренция. Да. Это настолько, этим пронизано наше общение, пронизано все. Все равно вот есть мы сейчас дурацкие, а будем клевые. А вот есть голландцы, они сейчас клевые, а будут не такие клевые, как мы. И это вот прямо ложится в голову, и ты начинаешь этим пользоваться, и нужно постоянно себя одергивать, что стоп, что-то я начинаю загоняться. Это вот такая вот всеобщая модель нашего поведения всего нашего общества и развития нашего общества. К сожалению, к счастью, да. Мы, наша межгрупповая
внутривидовая конкуренция для нас очень-очень-очень важна. Она нас формировала. А есть ли какие-то примеры в животном мире? Конечно. Не подобных, а обратных взаимоотношений, других? Обратных, когда все совсем... Ну, когда все со всеми дружат, я не знаю. Так, вот это есть, во всем конечно, мире, да, который есть, нам конечно, пытались есть, конечно. привить на протяжении 70 лет социального эксперимента, я не знаю. Ну, в принципе, социальных устройств животных, конечно, очень-очень много. И я сейчас не хочу говорить о коллективных насекомых, потому что это немножко другой принцип. Хорошая иллюстрация — наши ближайшие родственники. Классические шимпанзе обыкновенные и карликовые шимпанзе бонобо. Они очень похожи, и карликовые они просто потому, что они такие более изящные, более такие грацильные. А по сути это здоровенные обезьяны. И единственное, что их отличает кардинально, это то, что карликовые бонобо, они заменили в своем поведении агрессивные паттерны сексуальными. И когда у них происходит какая-то ситуация социального конфликта, эмоциональный накал из-за этого, классические шимпанзе, они впадают в агрессию, а бонобо впадают в сексуальное возбуждение. И они, то есть классические шимпанзе дерутся, а бонобо занимается любовью. В любом случае, когда тебя захватывает эмоции, ты ничего хорошего не сделаешь. У тебя голова отключена, у тебя не работают мозги, ты не можешь придумать рационального решения. Но тебе требуется что-то сделать, тебе нужно как-то сбросить пар. И вот пока шимпанзе воюют, бонобо друг друга любят, а потом как-то все пришли в себя, шимпанзе зализывают раны и решают проблему, а бонобо просто размыкают объятия и тоже решают проблемы. Вот. И проблема решается одинаковым способом, но есть нюансы. Пожелали бы вы такой путь развития, скажем так, нашему человечеству? Конечно. Притом человечество удивительно в том, что оно может идти сразу во многих направлениях. И человечество и идет во многих направлениях. Какие-то общества, какие-то группы развиваются как шимпанзе, живут как шимпанзе, не знаю, развиваются они при этом или нет. Развиваются, конечно, как-то так, с нюансами своими. А какие-то группы живут как бонобо. И между ними тоже такое, некоторое недопонимание, как можно так жить, но вот тем не менее. Оно Можно происходит. Даже не знаю, стоит ли нам стремиться быть как шимпанзе. Пока что это у нас, конечно, лучше получается, потому что у воинственности шимпанзе есть, такой вот очень, обратная сторона воинственности шимпанзе — их сплоченность. Потому что когда они воюют с другой группой шимпанзе, они просто вот коллектив, команда, ядро, они... нельзя сказать, что друг за друга геройство им не свойственно, это уж такая чисто человеческая черта, но тем не менее они очень сплоченные. А бонобо, они не настолько слеплены в одну пачку пельменей, они все-таки. Поэтому война опьяняет. Оставим нашим зрителям ответить на вопрос, какой путь развития вы считаете самым успешным для нашего человечества. Спасибо, Евгения. У нас в гостях была натуралист, популяризатор науки, автор канала на YouTube «Все как у зверей» Евгения Тимонова. Смотрите нас на нашем сайте delreal.org, в социальных сетях и на нашем канале в YouTube.